Местные урус-мартановские власти попросили его перед митингом, перед тем, как начнется этот митинг, и когда гости придут, чтобы он своей гармоникой поднял настроение сельчан, всех, кто пришел на этот большой митинг, поскольку в Чечено-Ингушетии зарождается коллективизация, колхозное движение. Они ему объяснили, что это такое, что не будет бедных, все будут одинаково зажиточные, что все лошади, коровы у нас общие будут, мы не можем знать бедствий, все богато будут жить. Ну, отцу понравилась эта идея, вот, как вот, колхозы будут, колхозы. И вот он, видимо, смекнул, что когда соберется на площади много народу, вот, и там как раз будет уместна красивая мелодия. И он замыслил написать эту мелодию, которая будет отвечать вот этому прекрасному, на их взгляд тогдашнему, движению колхозников, колхозное движение. И вот он эту мелодию знаменитую, она сейчас уже стала знаменитая, сочинил эту мелодию и назвал ее «Колхозная лезгинка». Она в мире уже известна и как бы олицетворяет кавказскую музыку. И к нашей гордости, к нашей радости автором этой знаменитой мелодии наш земляк стал Умар Димаев. Это 32 или 33 год. То есть дата создания этого произведения, величайшего произведения.